В конце 1851 года имам Шамиль собрал совет из наибов, на котором вновь предложил вторгнуться в Кайтак и Табасаран. Ранее поход в эти области осуществлял наиб Хаджи Мурат, но окончился он неудачно. Это предложение не было одобрено участниками совета, и наибы предоставили убедительные доводы бесполезности подобного предприятия. Однако поток писем и посланцев из Кайтага и Табасарана не прекращался. Шейх Джамалудин Газикумурский, учитель имама Шамиля, в свою очередь, неотступно настаивал на данном походе. Так что Шамиль наконец обратился к шейху, сказав: «Истинно, этот поход твой, и то, что будет результатом его, твое детище». И он послал мухаджира храбреца Бук Мухаммада Аль-Гумуки, пишет в своей летописи Мухаммад Тахир Аль-Карахи, наиба Мукарура, с людьми из его наибства и мухаджиров Газикумуха и Ахты. Они выступили числом около 200 человек в начале зимы 8 года и начали устанавливать среди жителей Кайтага и Табасарана свое управление и порядки, назначая наибов, кадиев и начальников сотен. Бук Мухаммад был родом из Газикумуха. Он считался храбрым воином и уважаемым в народе наибом. 31 декабря 1851 года князь Аргутинский получил известие, что в Кайтак прибыла партия горцев. Проследовав мимо аула Маджалис, отряд занял селение Шиляги и, соединившись здесь с местными жителями, занял оборону. Для вступления в бой с горцами, которыми командовал Бук Мухаммад, специально был составлен отряд под начальством генерал-майора Суслова, в который входили 3 батальона Шерванского, 1 батальон Самурского полков. Защитники аула преградили дороги и укрепили все проходы в селение, и 18 января начался штурм Шиляги. Ранним утром в день пятницы враги проникли к ним, к защитникам, из-за беспечности встречных, вышедших на битву против них и защитников, свидетельствует Аль-Карахи. Когда умножились убиения, то уменьшилась численность товарищей Бук Мухаммада. Вновь запылал огонь битвы между ними и врагами. Враги зажгли огонь своих пушек против домов, в которых находились товарищи Бук Мухаммада, до того, что большинство этих домов разрушили. Враги бросались на них в атаку множество раз, но товарищи Бук Мухаммада косили их раз за разом. Враги поднимались раз за разом на крыши их домов, но они сбрасывали их при помощи шашек и в рукопашную. Враги бросали на них через окна огонь и приближались к ним так близко, что они даже ухватились через окно за одно из ружей врагов, и враги были вынуждены силой тянуть это ружье от них. Таким образом, они давали отпор врагу до тех пор, пока не наполнились их трупами занятые им дворы и улицы. Взять штурмом весь аул русским войскам было сложно, так как узкие улицы и крепкая оборона домов могли вызвать большие потери среди солдат-офицеров, и поэтому генерал Суслов приказал поджечь аул со всех сторон так, что многие горцы живьем сгорели в саклях, вкусив мученическую смерть шахидов. Когда наступила ночь, продолжает Аль-Карахи, враги отступили от них и выставили караулы на всех дорогах и проходах в селениях для того, чтобы сражаться с ними при их выходе. При выходе был ранен 2 пулями, по другим источникам 3, павший впоследствии смертью праведника храбрец Бук Мухаммад. Его товарищи не могли его нести и оставили там в одном из тех домов, в которых они защищались. Враги нашли его еще живым и отправили в Дербент с почтением и возвеличиванием. Он там умер и был с почетом похоронен на кладбище Кырхляр. Там пали смертью праведников около 20 товарищей Бук Мухаммада и некоторые люди из тех вилаятов. Что же касается остальных товарищей Бук Мухаммада, то они попали в трудное положение, приведшее к плену или смерти. Немалые потери понесли и русские. По военным сводкам было убито 3 обер-офицера и 142 солдата, ранено 2 штаб-офицера, 30 обер-офицеров и 362 солдата. Контужено 1 штаб-офицер, 6 офицеров и 57 солдат. На одном из знамен Бук Мухаммада, захваченном царскими войсками в качестве трофея, была вышита такая надпись на арабском языке: «Не теряй смелости, отнесись равнодушно к опасностям войны. Никто не умрет ранее предусмотренного часа смерти. Боевая жизнь, вера и мученическая смерть наиба явились ярким подтверждением той надписи на знамени, под которым храбрец Бук Мухаммад с шашкой в руке дождался своего предопределенного часа». Такова история наиба Бук Мухаммада.